Вообще есть. У одного человека, Сусанин. Зовут его Саша. Или Таракан. Прав у простого белоруса нет. Ну, в принципе, все мы слышали это высказывание о том, что в стране не до закона. Ну, значит, и не до прав. Есть ли в Беларуси справедливый суд? Нет, нету. Есть ли в Беларуси возможность на мирное собрание? Даже дома? Нет. В Беларуси нарушают даже такие ненарушаемые никем права, как свобода от пыток и свобода от рабства. Что происходит в наших колониях и химиях? Люди реально занимаются рабским трудом. А про пытки на Окрестина знают все. К сожалению, многие из вас, я думаю, сами сталкивались с этими пытками. И ситуация такая, что международные нормы в Беларуси не работают. Международные институты никак не могут повлиять на ситуацию в Беларуси. Санкции вводят уже давно, к сожалению, результата такого, как мы хотели бы, его нет. Он, конечно же, есть, но это не то, чего мы все ждем. И в этой декларации, в преамбуле, было одно то право, которым нам, белорусам, нужно воспользоваться. Право на восстание против тирании. И в прошлом году мы попробовали. Очень вяло, очень неподготовленно. К сожалению, у нас не получилось. И пока мы находимся сейчас здесь, в Польше, у нас есть все возможности, чтобы подготовиться к другому восстанию, последнему восстанию в истории белорусской диктатуры. И после этого восстания наша Беларусь будет свободной. Беларусь будет вольна. Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Молодцы! Добро. Рада вас всех видеть снова на акции. Каждое воскресенье мы здесь собираемся. Каждое воскресенье. Нас, мне кажется, сегодня даже больше, чем в прошлый раз. Это очень круто. Я хотела бы два слова сказать про письма политическим заключенным, которые 2 часа назад мы собрались в Белорусском молодом хабе Беларуси Варшавы, написали более 70 писем политическим заключенным. Более 70 мы сегодня. Мы можем даже поаплодировать этим людям, которые пришли сегодня. Они очень крутые, они просто как конвейер это делают. Но с душой. Вот, здесь есть банка, в которую вы можете задонатить на марки, если хотите, для того, чтобы мы эти письма все отправили. Очень хотелось бы сказать еще по поводу писем. Это сейчас очень важное объявление. Внимание на меня, пожалуйста. Я, когда составляла списки на Dissident.by, я смотрела политических заключенных. Там есть очень много путаницы с адресами. Я прошу вас обратить внимание на то, что вся информация, которая там появляется, должна идти от нас, как от волонтеров. Если вы знаете, что человек сменил место пребывания, обязательно напишите это на Dissident, напишите это в Весну, потому что волонтеры Весны и Dissident.by, они не справляются с этим. Более полутора тысяч политических заключенных, признанных и непризнанных. И если мы не будем писать эту информацию им, они не смогут ее систематизировать. И просто эти письма будут уходить в никуда. Поэтому, если вы знаете хотя бы одного политического заключенного, вы, пожалуйста, уделите этому полчаса времени и напишите, даже не полчаса, это 10 минут, напишите во все эти сервисы, где он находится, и следите за этим постоянно. Потому что даже если вы не пишете письмо, вы можете помогать таким образом, обновлять эту информацию. Спасибо еще раз вам большое, что вы приходите писать письма. Здесь есть люди, которые вот писали сегодня, они пришли на акцию, они уделяют этому время много, и я очень рада, что мы есть, и нас много. Также в пятницу 10 числа недавно был День прав человека, да? Мы хотели бы тоже об этом сегодня поговорить. Сегодня у нас свободный микрофон. Кто хочет высказаться, может подойти.
высказать о белорусском протесте, о правах человека, о чем угодно, поблагодарить людей и так далее. Ну, естественно, радикальные какие-то в сторону участников акции не приветствуются. Все мы, в принципе, знаем правила, я думаю, не первый раз мы все на акции. Поэтому подходите, говорите, свободный микрофон. И в конце акции, я думаю, что мы сегодня не будем делать 2 часа ее, потому что очень холодно, мы около часа сделаем. И в конце акции мы бы хотели предложить вам растянуться отсюда и чем можно дальше, в солидарности с белорусскими политическими заключенными. И хотя бы 10-15 минут постоять таким образом, для того, чтобы привлечь внимание людей, которые проходят мимо. Вот, поэтому присоединяйтесь к этому. Спасибо еще раз, что вы пришли. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи! Я, кстати, знаю, что чем громче кричать «Живи Беларусь», тем теплее будет. Живи Беларусь! Живи! Молодцы! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Шановні сябри, велике дякую за те, що відбуваються штотдневі акції і в Варшаві, і в інших городах України, куди за кошт репресій лукашистсько-путінської банди вимушені були з'їхати в Білорусь. Ви ведаєте, коли читаєш новини з Білорусі, зараз просто робиться кепсько. Репресії, пандемія, смерти людей, которых ты судово наведал, и дня не стало в Минску, польского журналиста, белоруса по похожей на громадянина творчества Восточнее Владимира Паца, который на 5 годов меня меньше, молодейший. И такие новины идут что день. Страшно, что отбывается в Беларуси. Але сегодня, як і завсёды, есть люди Беларуси, як могут, они змагаються за нашу Україну, і наш обов'язок всіх тих людей, які опинулися поза межами Білорусі, робити все, що тільки можливо, щоб поменшити і масштаби этой гуманітарної катастрофи, яка є в Білорусі. А слушно тут уже казали, мы докатились до того, что все ведают, что у нас несколько тысяч политвязней, официальные лишь крыху больше 900. Так вот, как и было помешано к этой померы гуманитарной катастрофы, и как все-таки справдилось мара всего белорусского народа, как было поменяно к этой антибелорусской, антинародной влады. Супротив этой влады завсёды белорусы змагались. Зараз ті сталінські часи, які накидывают на нашу Украину, приводят лишь до того, что у нас практически уже почали денежить замест судов тройки, закрытые посещения. И вы все ведаете, что уже на наступном тыдне, 14 лютого, в закрытом режиме в СИЗО города Гомеля будет вынесены присуд по справе Николая Статкевича, Сергея Сикановского, Игоря Лосика, Попова и Сакова. Я ведаю, что коллеги по партии Николая Статкевича завтра о 14 године, завтра в понедельник, 13 снежня, о 14 године прийдут до Еврокомиссии, якая знаходится тут близко на улице Святокширской, по адресу улица Ясна, 14-16. Яны прийдуть о 14 године, это рабочий час. Я не прошу вас всех, хто має таку можливість, то завтра в этот час не працює, так само долучиться до этой акции, потому что одна из наших огульных метов – это потребовать от той банды, яка сегодня захопила Беларусь, как были вызволены политвязни. Вот это лозунг, который гучал завсёды в Минску подчас кірования этой страшной банды. И он мусит гучать повсюль, где есть белорусы разом. Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Еще раз я вас прошу, завтра о 14 године представництво Еврокомиссии в улице Ясна, 14-16, о 14 године. А 14 снежня о 18 године, коли мы будем ведать черговий злочинний присуд, який винесе банда політв'язням, запрошую на акцію, яка відбудеться о 18 годині, біля помника
Тадеуша Костюшки. Каб ми були всі разом, каб ті тисячі білорусів, які зараз знаходяться в зневоленні практично кожним днем, этого зневолення змагаються за лепшу долю білоруського народу. Каб всі білоруси, які сьогодні під ярмом банди, вони розуміли, що ми їх підтримуємо, що ми разом, що Білорусь моцна. Як би зараз не зверствовали эти карники, все-таки Беларусь переможе. За это кладутся люди. Давайте подтримаем их. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе!